Евдокия Александровна, сегодня мне очень понравилось ваше творчество, ваше рукоделие, та моторика, которую вы реализуете, это все помогает развить ум. А расскажите, пожалуйста, как вы дошли до такой жизни? А как я дошла? Я до такой жизни не доходила, я родилась этими генами. У меня история такая, я всю жизнь это видела, еще с колыбели, слышала песни бабушки, сказки дедушки, дед мой, кстати, писал сказки. Самая главная сказка у него «Правда да кривда». Он всю жизнь правду искал, но так и не нашел. Мне так и бабушка говорила уже где-то в 8 классе, когда я была секретарем партийной организации, тогда я уже... А это где было? Это было в Карткировском районе, в селе Большой Лог. Это замечательное село. Я уже тогда начала искать, значит, правду. Вот, подождите. Так, ну ничего страшного. Так, а фамилия ваша... Фамилия скажите еще раз. Рочева, я сейчас Рочева. А раньше были... Раньше была Попова Евдокия Александровна. Так, а что означают эти фамилии? А? Что означают эти фамилии? Вы знаете, я даже не знаю, что обозначают эти фамилии. Нам некогда изучать, понимаете? Нам некогда изучать. Мы с детства, у меня, например, колхозная справка даже есть, 12,5 лет работала. Нам с детства надо было работать, чтобы прокормить себя. Раньше же на трудодни жили, и денег у нас не было, вот мы всю жизнь и работали. И некогда было спохватиться, что же обозначает наша фамилия. Я вот, например, до сих пор даже не знала, что столько родственников у меня было на войне, в Великой Отечественной войне. Я только сейчас узнала, что из близких было 14 человек. Вот. Дед мой, по-моему, Федор Романович, который писал сказки, вот эти сказки, всю жизнь искал правду, так и не нашел. Он был участником 2 войн, в Первой мировой войне и на гражданской войне. Бабушка мне говорила, что дед потерял пальцы на гражданской войне, потому что его подумали, что он убитый, и так и оставили на снегу. Но он дополз до какого селения и остался жив. И он был без пальцев, и он самоучкой добыл себе образование. Сам научился писать без пальцев и читать и так далее. Это живя в Большом Луге? Да, это Большелузский сельский совет, деревенька Джиян называется. А вы что заканчивали, где учились, когда? А я заканчивала сначала педучилище в Сыктывкаре, а потом заканчивала заочно уже Сыктывкарский государственный университет. А вы сможете ответить на такой вопрос? Кого вы считаете своим любимым учителем, либо любимыми учителями? Своим любимым учителем я считаю людей, которые меня учили еще в школе. Там очень учителя были очень достойные, очень хорошие все. Я вот сразу, это где было? Особенно сейчас, это было в Большелуге, в Большелужской 8-летней школе мы учились. Но самой любимой учительницей у меня была Агния Васильевна Габуна. Вот, самые любимые. Еще были любимые учителя, как, например, Алексей Александрович Кудратин. Он физкультуру преподавал. Он любимый действительно учитель был, потому что он сам любил, видимо, меня, потому что до 8 класса никто меня не смог обогнать ни по каким видам физкультуры, спорта. Молодец. А когда записывал в школу, брали нас, они, оказывается, с женой были, Кудратин Алексей Александрович и Кудратина Лидия Яковлевна. Они, когда принимали в школу когда принимали с 0 класса, вот, он не принял меня в школу, потому что я октябрьская, в октябре должна была исполнить 7 лет, но не принял. Кому бы вы хотели передать привет по Карткировскому району? По Карткировскому району? По Карткировскому району я в данный момент могу передать привет всем учителям Большелугской 8-летней, теперь уже средней
даже не могу сказать, школы, всем, потому что я их почти уже не всех знаю, не всех, но помня тех учителей, которые нас учили в школе, они действительно учили нас, они как нам родственники были, всем учителям Картеровской, то есть Большеловской школы. Спасибо.